перекусила, как купить себе SEOшника и стать вот таким. Добрый день. В общем, да, тема так заявлена, что купи себе SEOшника, но убивать никого не нужно, тем более, если вы не SEOшник. Вот. У меня такой вопрос к аудитории. А многие ли из вас были связаны вот с продвижением сайтов, там, либо с общением с компаниями, которые занимаются продвижением сайтов? Поднимите руки. Почти все, да? То есть, в общем-то, я думаю, тогда эта тема будет вам, безусловно, интересна. Это в рамках курса, который наше агентство разработало, чтобы, так сказать, обобщить данные, вот, накопленные за годы работы. Назвали мы это рекламная шаманистика. Ну и, собственно, вот данный доклад о том, как мы смотрим на развитие виртуального тела компании там, или вашего лично. Мы считаем, что в наше время виртуальное тело, оно даже более важно, чем реальное, потому что реального скоро никто видеть не будет уже. Да? Наши клиенты, большинство, просто они находятся в разных городах, поэтому мы их никогда живьем не видим. И они, соответственно, нас тоже. То есть все, что они знают о нас, это то, что они читают там, в наших новостях там, или на наших сайтах видят в портфолио. Вот. Ну и как заказчикам вам скажу честно, что если вы в вопросе не разбираетесь, то есть вот, как бы не знаете, как оценивать работу рекламных агентств по продвижению, то, скорее всего, вас как-то переплатите, либо услугу получите некачественно. Поэтому иметь такое маленькое рекламное агентство у вас в голове, это скорее вот необходимость для вас. Поэтому, опять же, вы все здесь сидите. Надеюсь, что я вам смогу помочь. Собственно, вот вкратце о такой смене эпох, которая произошла вот, за последние 2 года. И началась такая в интернете эпоха контента, я называю, потому что до этого алгоритмы поисковиков, допустим, того же Яндекса, они ориентировались на показатели там, частоты упоминания ключевых слов и всего такого. Поэтому большинство текстов на сайтах они выглядели примерно вот так. Ну, то есть многие тексты до сих пор так выглядят. И писали люди такие, там, SEOшники, я их называю, которых предлагаю убить, потому что они уже, в общем-то, уже не нужны в данный момент, да? А многие еще не перестроились, понимаете, что вот таких компаний очень много, которые до сих пор работают, что называется, по старинке. То есть, поэтому, заходя на такой сайт, нужно просто найти раздел «Контакты» и позвонить по телефону, да, потому что больше от этого сайта ничего вы получить не можете. Собственно, в этом и был алгоритм. Сайт — это был такой замена справочного бюро. То есть заходите в поисковик, ну и, скорее всего, вы сами так ищете что-нибудь там. Ну, просто когда, еще такая мысль важная, когда вы занимаетесь продвижением, вы думаете о том, как вы сами ищете услуги или товары в интернете, да? То есть, потому что как у вас в голове это происходит, так же происходит у тех, кто ищет ваши услуги и ваш сайт. В общем, мерилась частота упоминания ключевых слов там, и все такое. Сейчас алгоритмы изменились кардинально. То есть, вот, и просто поэтому нет необходимости изучать, собственно, какие-то законы алгоритмов поисковиков, а просто есть самый правильный подход, по нашему мнению, это просто делать хороший контент. То есть креативно и регулярно писать о том, что вы думаете, о том, что вы делаете, собственно, освещать вашу деятельность, о вашей компании. И причем вы это увидите прямо в выдаче. То есть, грубо говоря, там простая схема. Вы поставили новость на сайт, и заметьте через пару дней, как у вас сайт, позиция в поиске изменится. Он поднимется на пару строчек, как минимум. То есть просто-напросто каждый новый текстовый блок на сайте по действующим алгоритмам просто поднимает ваш сайт в выдаче. Поэтому даже нет необходимости там ставить лишние ссылки, а просто есть смысл обновлять новости там как несколько раз в день. Это самое толковое, что вы можете сделать. Но, ну, вот, да, собственно, за это мы благодарны поисковикам, потому что началась эпоха такого адеквата, да, и тексты стало можно читать. Вот, потому что, ну, на самом деле довольно тяжело и делать эти тексты оптимизированно, и, в общем, и читать их тоже тяжело. И здесь, соответственно, опять же, чем мы как агентство довольны, тем, что заказчики, поняв, что писать нужно все-таки, начали думать о том, о чем писать. То есть это вопрос интересный, конечно. Да? Если вот многие считают, что заказчики спрашивают, там, действительно, у нас ничего не происходит, мы не знаем, о чем написать. Ну, надеюсь, что среди вас таких нет.
но все-таки важно иметь такое как бы глубокое понимание места вашей компании в информационном поле. И самое важное — это уметь выразить во всем. То есть какая-то вот такая ваша миссия, она должна читаться в каждой новости или как бы каждом текстовом блоке. Поэтому, как минимум, сформулируйте, вот, для кого ваша компания существует, там, или как бы ваш сервис, собственно, что вы своим существованием пытаетесь как бы изменить, то есть как сделать мир лучше, да, соответственно, против там чего вы там, против там высоких цен, там, не знаю, в общем, просто ответить на эти вопросы, собственно, это и будет уже такой ваш такой логобук, то есть, который вы у себя держите все время перед глазами, и помните о нем, что эти принципы, они помогут вам привлечь именно целевых клиентов, которые понимают, почему они к вам обратились. Ну, важно, когда при прочих равных, там равная цена, равные сроки, клиент все равно выберет, допустим, компанию, которая ему более симпатична. И логично, что вот просто сказав, что вы на самом деле верите в свою миссию, там, верите в то, что вы делаете мир лучше, это может вызвать симпатию у клиента и определить выбор. Ну и важно, я считаю, важный навык в этом случае — это тренировать манию величия. Я это так называю. То есть понятно, что даже если вы там вот пирожки печете, там, я не знаю, чем вы занимаетесь, понимаете, что вы это делаете лучше всех в мире, может быть, даже во Вселенной, да? И это тоже хорошо бы сформулировать, а еще лучше на главной странице вашего сайта написать. То есть наши пирожки — самые вкусные пирожки во Вселенной. Собственно, ну, чтобы писать об этом, вам нужно самим в это верить. Поэтому манию величия нужно тренировать. Я не знаю, у всех свои способы. Дружище Христос. В общем, по поводу, опять же, миссии и всего такого, можно ничего не придумывать. То есть придумать, конечно, нужно, но есть готовые решения, которыми с нами готов поделиться, собственно, Дружище Христос, и я, и как бы шаманы Мексики и всего. И удмуртский шаман тоже, скорее всего. То есть готовый инструментарий, который можно использовать для того, чтобы выглядеть достойно на информационном поле. Ну, из чего это состоит, этот набор? Допустим, вот то, что я в перьях таких на голове, это я называю униформа. То есть хорошо как компания иметь узнаваемый какой-то вид или какую-то фишку. Благодаря этому, опять же, частота упоминаний в вашей компании будет в информационном поле выше, просто за счет того, что вы выглядите необычно. То есть вас бесплатно напишут с большей вероятностью. Или там элементарно вашу новость с фотографией, ее просто новостные порталы могут бесплатно поставить свою ленту, потому что у контент-менеджеров, которые эти порталы ведут, у них задача искать все интересное. Соответственно, если что-то привлекло их внимание, то новость они поставят бесплатно. Можете придумать свой о себе истории, как бы там, или вспомнить, и как-то их формализовать. То есть как ваша компания появилась, какая-то такая легенда, да, то есть как бы какие-то ваши истории успеха. Все эти вещи желательно вспомнить и как-то распространить, то есть как минимум написать на вашем сайте. Ну, в идеале это все, запускаясь в информационное пространство, оно становится частью его. И поэтому эти истории как-то будут модифицироваться, там, как ветхозаветные байки такие. Но, опять же, все эти информационные блоки, они в итоге работают на вас. То есть, когда люди о вас говорят, то уже хорошо, поэтому им нужно дать, собственно, почву, о чем говорить. Можете придумать своих богов, то есть как-то вот какие-то такие свои покровители компании, да, тоже, соответственно, это все связать с календарем. То есть, помимо дня рождения компании и Нового года, можно ввести праздники там, хоть каждый день, то есть, как бы, когда, там, допустим, не знаю, там, по вторникам скидок не даем, например, ну, как вот, потому что боги торговли, они вот в эти дни, или наоборот, какие-то дни они более благоприятны. То есть все эти вещи, они, опять же, решат задачу, о чем писать. То есть когда у вас будет такой вот набор заранее заготовленных блоков, вы сможете это использовать, уже лишний раз не парить мозг по поводу того, что написать на новостной ленте. Ну и ритуалы, опять же, можете
их придумать, допустим, там, ритуал, как стать нашим клиентом. Ну, то есть какую-то такую простую процедуру, которая, опять же, даст какой-то фан и инфоповод, что об этом написать, сфотографировать, это где-то выложить элементарно. В итоге, чем больше материал любой вашего сайта, там будет на него там лайки в соцсетях, там и трансляции на порталах, тем в итоге это вам даст клиент. Мы когда анализируем вообще, вот как нам клиенты попадают, знаете, по таким идиотским запросам просто вот, когда он нашел, там на сайт зашел человек по запросу, как правильно создать унитаз. Вот. Если, значит, мы где-то об этом написали когда-то, понимаете? И это вот на самом деле каждое ваше написанное вами слово, это ваша инвестиция в будущее, потому что этот текст никуда не девается, он где-то вот индексируется, копируется. То есть на простом примере, допустим, у нас часто заказы бывают от того, что клиент видит в поисковике там, открытие магазина обуви. И вот ему нужно найти агентство, которое знает, как это сделать. Он набивает, а у нас, собственно, там много таких вещей в портфолио, описано смешно. И он звонит и говорит, я знаю, что вот вы разбираетесь в открытии магазинов обуви. Поэтому все, что вы делаете, вы должны описать и выложить минимум на вашем сайте. Ну, собственно, может быть, у вас дело идет до настоящей библии компании, там, настоящей такой корпоративной религии, это тоже максимум. Но этот инструментарий вот такой религиозно-шаманский, он удобен для использования в информационном пространстве. Ну, вы, конечно, можете не парить мозг, опять же, а заказать все нам. Вот. У нас недорого, элитно. Но, опять же, я возвращаюсь к вопросу, чтобы правильно заказать, нужно разбираться в вопросе. Поэтому иметь свой собственный генератор у вас в голове – это не роскошь, а необходимость. И поэтому, все-таки продолжая отвечать на вопрос, о чем писать, есть какие-то такие вот для вас полезные подсказки. На самом деле, если просто лень думать, вы можете сесть на хвост какой-нибудь компании. То есть найдите какой-то сайт компании, похожий на вашу. Я сейчас на самом деле говорю не в шутку, а реально вот такие стратегии мы тоже используем иногда. Потому что реально бывают люди, которые работают хорошо. Их опыт можно использовать. Опять же, как опыт дружище Христа. Ну вот, то есть вы этот сайтик читаете, видите их новости и просто рерайтите их стилистику. Просто меняете какие-то названия. Ну, добавляете в вашу тематику, но вдохновляетесь их новостной лентой. Это самое простое, но опять же, это тоже непросто. Но в чем удобство? Есть биржи копирайтеров в интернете, где вы просто можете найти на такую работу простую, найти подрядчиков, которые будут за 15 рублей с 1000 знаков эту работу делать за вас. Что может, в принципе, даже вы знаете, можете, даже если вы работаете просто за зарплату, и это входит в ваши обязанности, может быть, маленькую часть этой зарплаты вы можете выделять на копирайтеров с Украины и из Беларуси, которые работают за такие ставки. И, собственно, они это будут делать хорошо, потому что их много и деньги им нужны. Потому что вот именно рерайтить это просто, принцип удовольствия, допустим, мне не позволяет эту работу делать, я ее не могу делать. Мне не хватает терпения. Инфоповоды. Их можно, то есть элементарно, новостная лента новостных сайтов, это новостная лента Яндекса. Вы можете выразить отношение вашей компании ко всему происходящему. Израиль атаковал сектор Газа. Напишите об этом. То есть наша компания против агрессии Израиля, и поэтому представляет скидки всем палестинцам на время этой агрессии. Допустим, да? Понятно, что палестинцы к вам, может быть, не придут, но у вас есть классная новость, которую, допустим, если вы оформите видео пресс-релиза, отправите ее по базе новостных порталов, то, скорее всего, если им не о чем писать, есть вероятность, что компания пишет, компания в Удмуртии предоставляет скидки палестинцам. И в этом случае, если волна пойдет, да, то о вашей компании узнают палестинцы, скорее всего, может быть, даже кто-то к вам не приедет и закажет. Поэтому это тоже очень просто. Просто вот реально любую новость из новостной ленты можно использовать в своих целях. То есть, просто там, не знаю, вот развелась там Алла Пугачева. Там, у нас акции для разведенных. Ну, вы это можете делать каждый день. Если инфоповодов
Есть еще вариант более сложный и более клевый. Это создавать собственные инфоповоды. Просто их можно создавать на пустом месте. Во-первых, ну, элементарно, реальные акции какие-то вы всегда можете придумать. Во-вторых, вы можете просто, допустим, купить костюм Дарта Вейдера, одеть в него своего сотрудника. Дарт Вейдер заходит к вам в офис, вы это снимаете на видео, делаете новость. В Ижевске в магазин пришел Дарт Вейдер. Опять же, да, оформляете на своем сайте, делаете пресс-релиз, все, новость пошла. Из нашей практики, допустим, у нас несколько примеров, когда новость разлеталась просто реально бесплатно, с упоминанием названия клиента. Допустим, там флешмоб, в Казани делали проект для Мегафона. У нас там 50 пар целовались часами. Ну, то есть вот мы это написали. Мега-флешмоб, там в центре Казани, праздник любви, там люди целовались на морозе. Все, новость пошла по новостным порталам. Бесплатно. Или, как у нас была история такая, что по крупному проекту была задержка с оплатой от генподрядчика рекламного агентства. Мы взяли промоутеров, 10 человек, сделали им плакатики на бумаге, что там мы отказываемся от этого бренда, потому что там мы недовольны. Сняли это, весело по песне Вася Обломова «Начальник-обманщик», поставили новость. Через один день из европейского офиса этого бренда позвонили агентству, которое нам заказывало, и сказали: ребята, что это такое вообще? Проблема была решена. В этом случае создание инфоповодов — это еще и инструмент пиара. Но это все-таки уже не просто контента, но опять же это взаимосвязано. То есть эта вся работа — это не просто написание текстов на сайте. Это в итоге на самом деле такая вот пиар-деятельность, которая работает на вас в разных сферах. Ну, юмор — это тоже классная вещь. Допустим, я вспоминаю новость на нашем сайте, как-то мы искали дизайнера, мы писали новость. Один из дизайнеров попал под лошадь. Срочно нужен новый дизайнер. То есть, ну, как бы, такой юмор черный, но эта новость, на нее был хороший отклик. Или там можете объявлять какие-то смешные конкурсы, опять же, с таким фаном. Там конкурс, там большую группу клиентов, например. Фотографируйте этих клиентов, выкладывайте их тоже на сайте, там у себя в группе, в соцсети. Эти вещи, они обязательно привлекут к вам как минимум интерес. У нас бывает такое вот, где-то вот раз в неделю звонит клиент, который реально, я чувствую, что они прочитали все какие-то наши там, новости смешные. И, правда, мы их давно уже не пишем, некоторое время, просто уже, как говорится, сапожник без сапог. Но когда-то мы это сделали, клиенты их находят и говорят: какие вы классные, как вот мы хотим с вами работать, потому что вы на самом деле понимаете все там хорошо, мы это чувствуем. Опять же, они нас не знают, они нас первый раз слышат по телефону. Но они все это прочитали, вдохновились, и они наши лояльные клиенты. Они уже как минимум не будут торговаться. Поэтому еще один посыл для вас — это вот расширять виртуальное тело, развивать. Это повышает реальность ваших клиентов и в итоге увеличивает ваш доход. Ну и техника блогерства — это просто вообще вы пишите о чем угодно. Ну, как бы о чем, куда вы сходили, там, как бы, была встреча с клиентом у вас, допустим, пишите об этом. Не знаю, сходили вы вечером попить пиво с коллегами, напишите об этом как-нибудь в отчетном формате. Но все, что вы напишете, будет использовано не против вас. Ну, вот немного еще о принципах, которыми стоит руководствоваться, когда вы это делаете. Такая вот, я считаю, в наше время люди меньше реагируют даже на какие-то практические потребности, потому что они у них, в принципе, удовлетворены. Поэтому все, что нужно людям, которые, это просто ваша любовь, ваше к ним теплое отношение. То есть их потребности, они такие эмоциональные и духовные скорее. Поэтому, возвращаясь к вопросу миссии, лучше бы вы хотели действительно, там, чтобы не было войн, чтобы все было дешево, чтобы люди были счастливы. То есть, как вот вы именно эти ценности выгоднее всего транслировать. То есть именно вот не говорить там, а говорить больше не о практической пользе. Конечно, об этом не забывайте, но просто вот клиентам нужна ваша любовь. И да.
Собственно, как я объясняю, как это работает, вот эта схема. Вы, написав хорошую новость, веселую, и сделав что-то такое интересное, подарили клиенту, человеку какое-то удовольствие, он вам благодарен, оно как бы в итоге к вам возвращается. То есть, поэтому вы сами ловите кайф от того, что делаете, и, собственно, он будет на вас работать. Это к вопросу вот об акциях, о силе призыва. То есть просто объявив какую-то акцию или призвав к какому-то действию, это действует магически. Даже если эта акция бредовая, вам будут звонить люди и будут в ней участвовать. Просто это работает на самом деле. Поэтому даже если вы просто предложите побежать от океана до океана, допустим, то, я думаю, что же у вас найдутся последователи. Ну и, собственно, помните, что это всего лишь работа, и нужно делать перерывы. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо большое за выступление, информацию полезную. Меня зовут Яна, специалист по маркетингу. Я бы хотела знать, мы сейчас работаем с компанией по продвижению нашего сайта, и мы без знания определенных SEO-продвижений, мы не понимаем, что они делают. То есть мы платим определенную сумму, они покупают какие-то ссылочную базу, что-то делать с нашим сайтом. Как контролировать и как себя обезопасить? Ответственность прописать в договоре. Вот как раз важный момент, да, с которого я, собственно, и начал. Проблема этих компаний продвижения – это непрозрачность того, что они делают. То есть вы не знаете, они, получается, отчитываются перед вами результатом, да? А сколько ссылок они поставили, какие тексты они написали. Вот этого они не пишут. Поэтому нужно вести отчетность именно по сделанной работе. Учитывая, что то, что я сказал, важно создавать текстовый контент, то есть добавить, обязательно добавить, я всем рекомендую именно обязанность агентства продвигать не тупо ссылками, а статьями. Да? Допустим, они написали новость на ваш сайт, они написали еще какие-то статьи на эту же тему и выложили их на сайт. Пусть они отчитываются именно контентом перед вами. То есть элементарно, просто покупая ссылки, вы рискуете от того, что тем, что компания, когда с вами работает перестанет, просто их удалит, и у вас сайт упадет, потому что это уже считается черным методом продвижения ссылочек. Поэтому именно прописывайте в договоре не результат, а конкретную работу. И мониторите именно то, что они делают. Приписывать скорее надо и то, потому что если приписать только работу, можно не получить результата. Да, но так-то, стандартная практика в серьезных компаниях, то есть предоставление отчетов и о проделанной работе, и о достигнутых результатах. Ну да, просто видно, есть на этом рынке много компаний, которые этого не делают. Я с этим часто тоже сталкиваюсь, что клиенты вот... Мы с этим тоже часто сталкиваемся. Все, вопросов больше нет? У меня еще возник вопрос. Много компаний в Ижевске, которые SEO-продвижением занимаются, но они предоставляют нам договор, но нам его подписывают. Не хочешь — не подписывай. Как найти ту компанию, которая вот пойдет на наши условия? Они перед вами. Ну, да, вы знаете, мы, конечно, тоже можем вам помочь просто, но я считаю, что диалог по вопросу договора — это тоже такая процедура необходимая. Если станут, что компании так вот как бы упираются, что вы же, ребята, блин, вы же не от имени Лебедев, в конце концов. Как бы вы подкиньте их, вынув в переговорах вот в такой город, сказать, ребята, ну, давайте как бы будьте прогрессивнее. Опять же, мотивировать компанию как подрядчика можно только регулярной работой. То есть пообещайте им, что в случае хорошей работы там с ними заключится договор на долгий срок, но на ваших условиях. То есть это тоже такая переговорная позиция, которая, как правило, работает. Ну, с нами это получается. Ульяна, спасибо за очень изысканный троллинг. У нас мало кто умеет красиво троллить. Давайте это был удачный пример. Хорошо, давайте мы вопрос. Один вопросик еще и к следующему докладу. Один из выдающихся рекламистов, Дэвид Гильви, говорил, что люди не покупают рекламу. Ну, то есть, что вот понятие реклама и юмор — это вообще несовместимо. Вот ваше отношение к... Мое отношение именно такое, что как в рекламе Volvo S30. Любишь и ненавидишь. Мне нужен лояльный клиент.
И поэтому клиент, который, вот даже когда вот здесь уже в Ижевске мы наблюдали, у нас там вот такая идеология военная, там ходим в хаки, там у нас, кстати, танки едут. Некоторые говорят, вы такие агрессивные, мы с народом не хотим. Ну, как бы, а некоторые, наоборот, говорят, какая классная тема, мы как раз хотели загасить всех конкурентов, как просто на танках проехать по ним, поэтому как-то выделяя, вот, как, создавая какой-то ваш узнаваемый образ, в том случае вы в итоге выигрываете, потому что получаете лояльную аудиторию, у которой схожи взгляды на эстетику, и на культуру. Это хорошо. Спасибо, Дмитрий.